И снова здравствуйте. На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Пшара, в студии Алиса Шамба. И коротко о главном. Рассмотрели более 20 вопросов. Репортаж заседания сессии парламента. Памяти коллеги. В Киеве погиб известный журналист, большой друг Абхазии Павел Шеремет. Накануне вступительных экзаменов в АГУ прошла встреча с абитуриентами. В повестке дня очередного заседания сессии Народного собрания Абхазии значилось более 20 вопросов. Постановление об объявлении вотума недоверия премьер-министру Республики Абхазия было снято до следующего заседания 27 июля по просьбе главы государства. Президент Рауль Хаджимба высказал пожелание присутствовать при рассмотрении данного вопроса. Репортаж заседания сессии Амра Мичпа. Депутаты проголосовали за повестку дня, исключив из нее несколько законопроектов. В первом чтении принят законопроект о внесении изменений в закон о резерве вооруженных сил Республики Абхазия. О сути изменений коллегам сообщил заместитель председателя Комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Леонид Чамагуа. В случае получения инвалидности или, не дай бог, гибели резервиста, он и члены его семьи имеют право на пенсионное обеспечение. К сожалению, механизм самого пенсионного обеспечения не прописан. Предлагаем внести вот эти дополнения. Это 7 статей, они идут здесь 14.1 и 14.7, в которых расписан механизм выхода на пенсию и получения пенсии членами семьи в случае гибели резервиста. Изменения в закон о службе в таможенных органах внес на рассмотрение представитель президента Дмитрий Шамба. Предлагается ввести нематериальное поощрение сотрудников таможенных органов в виде медали за отличную и добросовестную службу, а также учреждение нагрудного знака «Ветеран таможенной службы». Законопроект приняли в окончательном чтении, чтобы он успел вступить в силу к очередной годовщине образования Таможенного комитета республики. Депутат Левон Галусян внес на рассмотрение изменения в закон о средствах массовой информации. По его словам, действующий закон, принятый в 2004 году, устарел и не отражает реалий сегодняшнего дня. В частности, не регламентирует регистрацию сетевых изданий и иностранных СМИ, работающих на территории Абхазии. Должен сказать прямо, что возник ряд проблем, требующих нормативного регулирования. Например, сетевые издания фактически игнорируют правила регистрации СМИ в нашей стране. Не скрою, что в последнее время имеет практику появления в сети ряд сайтов, которые целенаправленно распространяют недостоверную информацию, которая порочит честь и достоинство наших граждан, в том числе должностных лиц. И в этой связи считаем целесообразным внести поправки в закон о СМИ для нормативного регулирования средств массовой информации в интернете. В окончательном чтении принят законопроект о противодействии коррупции. На Министерство юстиции возложена обязанность проводить антикоррупционную экспертизу проектов законов, указов президента, проектов постановлений Кабинета министров, разрабатываемых органами исполнительной власти, а также экспертизу уже принятых нормативно-правовых актов. Законопроект о приватизации республиканской муниципальной собственности принят в окончательном чтении. Парламентарии исключили статью о прямой продаже недвижимости, заменив ее формой конкурсов и аукционов. На этом принципиальном новшестве настаивала администрация президента. Президент выступает против такой формы приватизации, как прямая продажа, с тем, чтобы приватизация государственного имущества осуществлялась либо по конкурсу, либо на аукционе и также в других формах, предусмотренных законом, это акционирование и так далее. Также проект закона устанавливает разграничение даже поступления денежных средств от приватизации. Так, местные бюджеты будут в финансовом плане заинтересованы в поступлении средств от приватизации в местный бюджет. Парламентарии дополнили список отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию. Отныне промышленная добыча водных ресурсов лицензируется. И так как введенный новый вид деятельности требует оплаты госпошлины, депутаты внесли изменения и в соответствующий закон и обозначили сумму пошлины в размере 15 тысяч рублей. Депутаты рассмотрели законопроект о совершении сделки по обмену активами между Госкомитетом по управлению госимуществом и приватизации и фирмой GC Industry. Данная фирма передаст госкомимуществу 32 квартиры в отстроенных в 2008 году 16-этажных домах в Гагре, а также дом, построенный на территории официальной резиденции президента в Сухуме. На территории официальной резиденции президента в городе Сухуми Экзековым был построен дом по просьбе президента Республики Абхазия.
Значит, этот дом тогда по договоренностям должен был перейти после определенных действий в собственность Экзекова. Однако затем ему было, после того, как он его построил, ему было отказано в собственности на это здание. Значит, на данный момент это здание перейдет в собственность Республики Абхазия, вернее, не перейдет, а станет собственным. Вот, и за это, значит, задолженность перед Экзековым составляет у нас 16 миллионов 170 тысяч рублей. Для погашения долга перед Муслой Экзековым в 16 миллионов 170 тысяч рублей ему передаются 5 зданий в Синопе, бывшие здания СВТИ, находящиеся сейчас на балансе Госкомимущества. Депутаты поддержали данный законопроект и высказали пожелание, чтобы 32 квартиры, переданные государству, затем были распределены среди семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Парламентарии приняли ряд постановлений о даче согласия на перевод земель из категории земли сельхозназначения в категорию земли населенных пунктов в Сухумском и Гагарском районах. На сессии рассматривались и другие вопросы. Амра Меджибасаида Бухава, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял Спартака Пачуля, 12-летнего мальчика, у которого диагноз ДЦП. Таким образом осуществилась мечта. Еще на входе в администрацию президента он признался, что очень рад, что глава государства нашел время его принять. Мама Спартака Пачуля Элисо Гвилава рассказала, что в 1,5 года сыну был поставлен страшный диагноз – ДЦП. Несмотря на болезнь, мальчик очень активный, любит играть в компьютерные игры и иногда в футбол, правда, руками. Спартак. Я этого момента ждала, у меня получилось. Ну, у тебя все получится. Да. У тебя еще впереди столько футбольных матчей будет, где ты будешь главным, как говорится, игроком. А еще я болел за нашу команду, и наша команда победила. Спартак Пачуля рассказал президенту о своих увлечениях, о том, что он вегетарианец и что хочет, чтобы в Абхазии организовали приют для животных. Но самая большая мечта Спартака, страдающего детским церебральным параличом – вылечиться. Рауль Хаджимба с уверенностью сказал, что Спартак успешно пройдет очередной курс лечения, победит болезнь и достигнет больших успехов. Я надеюсь, у тебя все будет хорошо. Не то, что надеюсь, а уверен в том, что у тебя все будет хорошо. Но то, что вы нас приняли, это его очень настроило. И я не сомневаюсь, что в конце твоего лечебного процесса ты уже будешь бегать. Мы с тобой еще и в футбол сыграем. Да. Нужно сделать все для того, чтобы ты крепко стояла на ногах. У тебя все получится. Правильно же? Да. Ну, вот видишь. Человек, уверенный в себе, всего достигнет. Президент сфотографировался с маленьким Спартаком, вручил ему именные часы и деньги на лечение. Елена Лолуа, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. В среду пришла печальная весть. В центре Киева в результате подрыва автомобиля погиб наш коллега, известный журналист, большой друг Абхазии Павел Шеремет. Последние 5 лет он жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на радио «Вести». Весть о гибели Павла Шеремета с большой болью восприняли в Абхазии, где у него много друзей. Это кадры гибели Павла Шеремета. Они не нуждаются в комментариях. Павел Шеремет – известный российский белорусский тележурналист, в свое время руководитель отдела специальных информационных проектов Первого канала. Он работал консультантом экономических программ белорусского телевидения, ведущим еженедельной аналитической программы «Проспект» белорусского ТВ. В 1996 году главный редактор белорусской деловой газеты. В том же году был назначен заведующим Белорусским бюро общественного российского телевидения и собственным корреспондентом ОРТ по Беларуси. Павел Шеремет – автор многочисленных работ, среди которых были документальные фильмы о жизни послевоенной Абхазии. Это были фактически первые за долгое время объективные журналистские работы, за что Шеремет был объявлен персоной нон-грата в Грузии. Это, впрочем, не помешало Павлу оставаться большим другом Абхазии. Павел Шеремет часто приезжал в республику, поддерживал дружеские связи со многими героями своего фильма и с журналистами. Одним из результатов его приезда в нашу страну стал первый путеводитель по Абхазии, в которой, по собственному признанию, он попытался показать, чем особенна Абхазия и что, однажды побывав здесь, невозможно не вернуться. Я хотел рассказать о
том, что притягивает на самом деле людей сюда. Рассказать о том, что так тебя привязывает к Абхазии, что потом ты не можешь с этими местами порвать. Если раньше, когда я сюда приезжал, я снимал фильмы, писал статьи, и, как правило, я писал о сложной обстановке, о грузино-абхазском конфликте, и я, как и все, готовился к войне, то в какой-то момент я устал готовиться к войне и стал готовиться к миру. В путеводителе была собрана почти вся информация о современной Абхазии. Шеремет признавался, что не ожидал, что книга будет столь востребована и будет иметь такой успех. Я принес дрожащими руками в книжный магазин этот путеводитель, показал, и была удивительная реакция. Меня просто с руками его вырвали, сказали, как здорово, ничего такого не было. Это первый путеводитель про Абхазию здесь вот в России изданный, и сразу все забрали. Сразу все забрали. И я видел, как люди листали и говорили, да, как же нам туда поехать, а? Да, интересно. Вот так вот и листали. Павлу Шеремету было 45 лет. Он навсегда останется большим другом Абхазии в сердце каждого жителя нашей страны, которую он безумно любил. Сегодня в нашей программе один из документальных фильмов Павла Шеремета о нашей стране «Абхазия. Потерянный рай». В Абхазском государственном университете прошла встреча с абитуриентами. Для поступления в вуз в этом году было подано 632 заявления. Во встрече принял участие профессор, первый заместитель министра образования ДНР Михаил Ушаков. Совсем скоро в Абхазском государственном университете начнется жаркая пора вступительных экзаменов. В этом году для поступления в вуз было подано 632 заявления. Это меньше, чем в прошлые годы. Более того, из специальностей, на которые еще не подано ни одного заявления. В основном выбор абитуриентов пал на такие специальности, как филология, юриспруденция, экономика. Ректор Олег Угварами с сожалением отмечает, что многие специальности, которые так востребованы в стране, будущим студентам не интересны. Есть специальности, по которым практически нет заявлений. А кто завтра будет работать в школе? Кто завтра будет поднимать государство? И вот говорят, надо организовать обучение воспитателей, значит, по линии, так сказать, психологического развития, специалистов. Мы этим занимаемся все годы существования университета. На данный момент для обучения в ВАГУ уже приняты 10 человек без экзаменов. Это победители Олимпиады и медалисты. Остальных совсем скоро ждут экзамены. На день открытых дверей в Абхазский государственный университет приехал первый заместитель министра образования и науки Донецкой Народной Республики Михаил Ушаков. Выступая перед абитуриентами, он отметил, что Абхазский государственный университет имеет богатую историю. Также он подчеркнул высокий уровень образования в стенах этого вуза. Мы видим, что вуз является сегодня главной кузницей кадров для молодой Абхазской республики. Но самое интересное то, что когда была сложная обстановка, то студенты и преподаватели вашего вуза взяли в руки оружие и стали на защиту республики, которые отдали свою жизнь за то, чтобы вы сегодня могли мирно здесь получать знания и строить ваше прекрасное независимое государство. Для каждого абитуриента период поступления в высшее учебное заведение самый волнительный. Для них важна поддержка семьи и преподавателей. Многие из этих ребят самостоятельно выбирали профессию, с которой хотят связать свою будущую жизнь. Другим помогали их родственники. Среди абитуриентов есть и те, кто совсем недавно определился с выбором специальности. Я на физическую культуру поступаю, медицинскую. Занимаюсь танцами спортивными, поэтому решила заняться этим направлением, пойти на физкультурную. Также люблю физкультуру, мне будет приятно заниматься в будущем детьми, преподавать, заниматься спортом. Недавно приняла решение поступать, поэтому немного волнуюсь. В 9 классе уже решила, что буду поступать на экономический вместе с сестрой. Готовлюсь, очень сложно, но думаю, что мы все поступим. Выступающие также говорили о недостаточном уровне подготовки абитуриентов. При этом отмечалась необходимость осваивать специальности, которые наиболее востребованы в стране. Сария Смыр, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
В среду состоялось заседание расширенного политсовета Республиканской политической партии Ам-Сахара с участием руководителей блока оппозиционных сил, Федерации независимых профсоюзов Абхазии и других общественных организаций. Обсуждались дальнейшие действия оппозиции. Участники заседания отметили, что власть не предприняла необходимых действий по налаживанию диалога с оппозицией. По мнению политсовета партии Ам-Сахара, сложившаяся ситуация свидетельствует о намерении руководства республики продолжить курс на углубление общественного раскола. Участниками расширенного заседания политсовета Ам-Сахара принято решение начать подготовку к проведению общенародного схода, как единственного, по их мнению, оставшегося средства вывода государства из глубокого политического и социально-экономического кризиса. Третье наводнение за месяц. Последнее во вторник вечером. Вода внутри дома, во дворе и далеко за его пределами. Каждый дождь маленькая речушка превращается в полноводную реку, которая сокрушает все на своем пути. Жители улицы Адыгейская в Сухуми взывают о помощи. Вот и наводнение. Это кадры любительской съемки. На них хорошо видно, как быстро прибывает вода. Такая картина здесь, на улице Адыгейской, явление частое. Виной всему вот эта маленькая речушка, вид которой сейчас вполне невинен. Но только в солнечные дни. Даже самый маленький дождь превращает ее в бурлящий поток, который разливается на сотни метров вокруг. Рауль Кишмария живет здесь с семьей. Сказать хотя бы приблизительно, сколько раз за эти годы их подтапливало, он затрудняется. Только за этот месяц уже в третий раз. Вода сносит ограждение, сметает все на своем пути. Каждый раз хозяева теряют всю свою живность, а заодно и сельскохозяйственные посевы в огороде. 3 метра поднимается высотой вот эта речка. Идет оттуда. Вот стояли мы, парень здесь был, мальчик мой. Не было, смотрим, шум. И речка как будто с ведро дали оттуда, отпустили, речка поднялся. И сразу вот здесь заполнился вот этот участок мой. Жители попытались самостоятельно решить проблему. Рядом с каждой оградой выкопали большие рвы. Но воду это не остановило. Всего каких-то 10 лет назад здесь был проход. Теперь повсюду вода, уровень которой поднялся более чем на 2 метра. Своими руками приходится делать сколько могу, потому что трактор нету. Трактор будет за один день закончить. Я здесь месяц должен работать днем и ночью. Я смогу, 68 лет меня. Это вы сейчас пытаетесь расширить русло, да? Да, расширить. Он до этого был, вот это я убрал отсюда, вот это я убрал. 3 дня работаю вот здесь я. Русло речки, по словам жителей улицы Адыгейская, не вычищалось более 40 лет. За эти годы ее берега заросли, а дно поднялось на много метров. Решить проблему можно только углубив дно, говорят жители. Вчера я вот с такими больными ногами вот в такой воде опять лазила, чтобы спасти своих животных. Эта маленькая речушка приносит много бед не только жителям улицы Адыгейская. Именно она протекает под мостом в районе улицы Бегуа и является источником проблем для жителей улиц Титова, проспекта Аяйра и других. Нисфарш Байлана Ласурия, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Пицунский храм отворяет свои двери для музыки и для добра. Народная артистка Республики Абхазия Марина Шамба дает 2 благотворительных концерта органной музыки в пользу благотворительной организации «Кераз». 18 июля начало в 17 часов, 22 июля начало в 20 часов. Стоимость билета 500 рублей. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность ночью и утром, без осадков. Днем, ближе к полудню, дождь, возможно, гроза. Температура воздуха ночью плюс 22-24, днем 29-31 тепла. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.